Поэтому рассказывать об РСМ сейчас я не успею. Давайте просто поболтаем об общественной деятельности. Может быть, кто-то из вас знает Российский союз молодежи? Знаете, да? Со всех муниципалитетов находитесь, да? У кого есть ячейки РСМ? И муниципалитет? Ухта, да? Ухта, кстати, у вас муниципальные ячейки мы сейчас будем ликвидировать. Собираемся ликвидировать. Но на базе Ухту будем создавать. Свеженький. Ликвидировать, но ваши муниципальные сейчас функционируют. Ну как, почти она не функционирует. Поэтому будем муниципальную ячейку передвигать на Ухту. А пошли это КДР. Наверное, с КДР. Да, с движением первого. Да. У нас в Беларуси есть. А ну поподробнее. Я не знаю про это. Но в любом случае, это очень хорошая возможность. Как раз я сейчас вам в целом расскажу, что за общественная организация, да? В целом хотелось бы вам о молодежной политике рассказать. Вообще, общественной деятельностью многие занимаются? Да, все. А чем занимаются? Чем таким интересным У занимаются? нас Совет молодых педагогов, союзная городской организация, да? Совет молодых педагогов. Так. А вы чем занимаетесь? Те же самые, все педагоги, которые в организации профсоюза. Хорошо, тогда в ближайшее время простую весну слышали? Студенческую весну. Вот, наши ребята заслуженные призовые места привезли. Вот, студию весну тоже реализуем мы, Российский союз молодежи республики, совместно с Комитетом молодежной политики. Также, вот как раз ваша тема, школьная весна. Это новый проект, который реализовывался в этом году впервые. Поэтому очень прошу ваших ребят, то есть в любом случае, я думаю, что как-то через организаторов я смогу донести хотя бы до вас презентацию, что такое РСР, или в целом про наши проекты, потому что мы региональная ячейка, федеральная организация. В любом случае мы организовываем федеральные проекты на региональном уровне, а также мы создаем свои уникальные проекты, которые также реализуем на уровне региона, а также на уровне муниципалитета. На уровне муниципалитета это как раз студент года, тоже слышали, наверное, да? Ученик года. Буквально пару месяцев назад мы как раз тоже закрыли эту тему с учеником года. В любом случае тоже уникальный такой конкурс образовательный. Студент года у нас еще намечается, но в любом случае тут же не только да, преподаватели, которые в школах работают, а есть еще СУЗные. Нет, да? А, не дают? Ну ладно. С ними как-нибудь другое, чтобы мы поговорим, где придется не 10 минут вещать. Так, вот, поэтому ученики года могут ваши ребята вполне участвовать в следующем году, положение прекрасно знаем, письма вызова тоже, но это очень такое, у нас вроде с Прилузи ребята, да, забрали? Вроде с Прилузи забрали родные места тоже, в любом случае, спортсмен года был, интеллектуал года, харизма года, самые любимые номинации. Вот. В любом случае, дальше у нас пространство развития проходит, перспектива, может быть, слышали тоже, да? Не слышали. Вот, видите, 10 минут не хватает, чтобы вам рассказать об этих проектах, а проект-то как бы федеральный. Ну ладно, давайте расскажу про Дельфийские игры, про волонтерство. Да? Я вспомню. Вот, давайте про Дельфийские игры поговорим. И считайте, что я сделала анонс ближайших крупных мероприятий за 10 минут. Значит, Дельфийские игры у нас кто-то, помимо вас, участвовал в прошлом году? Не дети, а взрослые. Мы там детей не берем. Вот. Не-не-не. Ну, в любом случае, мы детей не берем, потому что мы их прогоняем через МВД и ФСБ, поэтому там только совершеннолетних ребят можно взять. В любом случае, направлений очень много добровольческих, поэтому, если надо будет, можно посмотреть через федеральную платформу Добро.РФ, мы туда будем загружать. В любом случае, в прошлом году информация будет во всех социальных сетях, комитета, нашего ресурсного молодежного центра, где можно будет посмотреть. Вот, в любом случае, это международные Дельфийские игры, да, уровень международный. Мы, кстати, в прошлом году заняли 4-е место по организации. Несмотря на то, что мы впервые организовывали мероприятия такого уровня, но было радостно, что мы обогнали Москву, Питер по уровню организации.
этом году я думаю, что мы также способны организовать на высшем уровне, там, перейти на 3-й уровень с 4-го. Вот, поэтому следите за информацией, у нас очень много интересных проектов, программ. Я еще раз говорю, что мне вот приходится просто сейчас очень максимально быстро об этом всем говорить, когда мне хотелось бы вам раскрыть, даже прям про сроки сказать, когда, что. В любом случае у нас же там есть и временные рамки, а также возрастные. То есть где-то мы можем принять не погоняют. РСМ не погоняют. Не погоняют. Нет. Так что вступите, можете и вы. В любом случае, у нас такая членская организация, то есть есть членский взнос 100 рублей. Это понятно, потому что мы выдаем билет членский и значок. Значок кто-то видел? Листок березы? Нет. Нет? Вот. Вот. РСО это ваша? РСО это нет. РСО это другое, РСО это другое. Вообще другое. Да. Вы как-то путали как? Нет, я просто спросила. Нет, РСО это другое. Если РСО это другое, вот. И РСМ ни в коем случае не подчиняется региональным исполнительным органам, в плане, что это не под комитетом работает, не под Минобром, а напрямую с Москвой. Поэтому мы просто берем федеральный проект, как институт весна и так далее, это все мы реализовываем на уровне региона. Понятное дело, что финансирование как бы нам федералы не дают, а регион тоже не дает. Поэтому мы участвуем точно так же на грантовой деятельности. Но грантовая деятельность это регион, который может не слышать, да? Программу финансовую, нет? Не слышали? Не подавались ни разу. Ну ладно. Нет, вот мы со стороны РСМ ежегодно подаем свои проекты, а потом у нас комитет по молодежной политике защищает Совет Русфома, и если мы выиграем, то мы, собственно, сможем реализовать наши студии, ну и так далее. Еще, помимо этого, у нас есть интересный проект также универвидение. Тоже слышали, наверное, да? Вот, универвидение тоже у нас с СБУ выиграли финансирование, в этом году также будем проводить универвидение. То есть очень много есть интересных мероприятий, где вы можете подключиться сами, все такие молоденькие, красивенькие, и я думаю, что такие с хорошим опытом, знаниями в любом случае, а также можете подключить своих ребят. Подключить своих ребят вы можете самого банального. Это либо так, подключить их к общественным организациям, поставить их на правильный путь, чтобы они активничали. Вот. Либо начинать с добровольчества, как многие у нас сейчас начинают с 14 лет, а может быть даже и раньше. Потому что на все проекты и программы сейчас мы принимаем добровольцев. Это хорошая возможность как-то и найти единомышленников, да, и, в принципе, набираться опыта сначала волонтерства, а потом уже организаторства. Но для вас, конечно, это опыт организаторский и создание личного имиджа. Но вы знаете, насколько сейчас личный имидж, насколько он важен, насколько важны социальные сети и, собственно, другая иная деятельность, помимо вашей, например, педагогической. Есть вопросы? Я просто думаю, что мы дальше уже не успели. А вы не думаете об этом? Вы что говорите? Вас еще погоняют сроки? Не то, что погоняют. Просто мы когда ездим в город, там час, а у меня в час уже встреча. Не полчаса. Час, встреча за час. Не в час. Не в час, встреча через час. Муниципальных отделений СМ Есть. Почему не будет? Вот. Так, давайте как раз скажем. Муниципальная ячейка у нас есть в Ухте, в Воркуте, в Ухтыле и в Усинске. В Усинске у нас не муниципальная, а первичная. То есть первичная от муниципальной понимаем, да, чем отличается? Первичная у нас на базе образовательного учреждения. То есть это у нас мы можем в школах открыться, в СУЗах можем открыться. Там председатель вы можете даже стать. То есть в любом случае становится председателем. Точно такая же организация, как я на региональном уровне, на уровне, например, организовываю работу, а вы также организовываете на уровне образовательного учреждения. Вот. А муниципальная, конечно же, мы понимаем, что если муниципалитет охватывает, вы также взаимодействуете с муниципалитетом. Вот. Если есть желание, пишите мне напрямую, если есть желание открыть ячейку РСР. Я понимаю, что муниципальную в любом случае мы, в частности, сотрудничаем с... Нет, вопрос задаю.
сотрудничаем с координаторами молодежной политики. Вот, через них уже выходит. Есть желание, есть заинтересованность в Российском союзе молодежи как в организации общественной, то мы заходим в этот муниципалитет. А если у вас есть отдельное желание, чтобы зайти как бы в образовательное учреждение, в школу, то мы как бы за, мы можем точно так же поддержать и войти в образовательное учреждение. То есть только через вас можно зарегистрировать эту Конечно. организацию? Я как председатель этой организации республики. Личный сайт? Нет, это через меня, да. А ваши контакты можно? Сложно. А вы напишите ВКонтакте Кирилла, сразу выдать. Ну, может, да, меня не трудно найти. А можно ли сфотографироваться? А? Можно. Все время закончить, можно сфотографироваться. Хотя бы. А на фоне чего? Ну, хоть не так. Я еще вам такие интересные тренинги хотела провести. Ну, давайте что? Давайте. Я уже не успею. Один, давай. Если вы долларов за 20 рублей. Нет, давайте лучше поговорим. Ну, есть вопросы? Ну, встретимся как-нибудь на другой площадке или когда-нибудь на другой раз. А вам самой не обидно приехали из Ну, а что я сделаю? Да ничего. Видите, я вот стою, улыбаюсь. Красивенько. Да. Поэтому, что, давайте, если есть вопросы, я готова ответить на ваши вопросы. Может быть, интересует. Вот это вообще грант, который деятельностью не занимался никогда. На грант не подавались? Ну, школа всегда, да? А вам деньги не нужны? Вам никакие проекты не нужны? Ну, как или как вы реализовываете? Или как вы реализовываете? Объясните, я тоже хочу так без денег реализовывать проекты и программы. Нет? Никто ни разу не подавался на грант? Ну, подавали тогда на профсоюза. Я спрашиваю, в любом случае подавались. Каким проектом? Многие знают, мы решили год другого наставника сделать фотосессию педагогов не на рабочем месте, а где есть. То есть, вот есть такой Нет, допустим, например, там выразился как-то, ты же педагог, я в первую очередь человек, женщина, мать, да? И мы хотим сделать фотосессию, какой он вот происходит не на уроке, не в школе, просто на природе. Там, кто-то идет, допустим, в магазин, за долгой хлеб, вот его взгляд, вот. 40 или 50. То есть мы нашли фотографа, там будет уже сентября реализовывать, да. А это где подавались? Народный школьный бюджет подавался? А народный школьный бюджет? Участвовали, да? Он есть. Народный бюджет, да. Народный бюджет, да. А с каким проектом подавали? У нас много я не подавала. Честно, вот я оценивала, единственное, что мне понравилось, потому что у всех детей одинаковый проект. И видно, что преподаватели, потому что это не дети делали, а по большей части это преподаватели. Особенно вот зона комфорта, коворкинги, обожаю, все под копирку просто, ну это что-то PlayStation хочет, там, я не знаю, кто-то еще. Мы понимаем, что в любом случае такие проекты не особо оцениваются, вот честно вам скажу. Просто сама сидела, точно так же оценивала, и как бы с коллегами-экспертами также обсуждали, вот такие проекты очень-очень-очень редко оцениваются. Если есть изюминка, то да, оценят. Но если там PlayStation, извините, там какие-то геймерские игры и так далее, ну все, вам что, секреты всякие раскрывают? Ладно, смотрите, в любом случае не прописывают. Но больше всего, если вы надеялись того, что вы расписали, если вам... Вот у нас в последний раз на РДМ, на регионе для молодых, такой проект был, регион добрых дел. Это волонтерская как раз у нас федеральная программа, такая мотивационная. Вот там у нас как раз подавали проект и пишут в смете. Ну вы же смет составляли тоже, да, наверное? И в смете пишут. Можно нам ручек? Несколько штук. Что можно? Ручек несколько штук. Если что, это смета прописана в проекте. Ну, как бы это уже глаза бросается, мы понимаем, что человек либо проект никогда не писал, но это там не дети участвуют, там уже взрослые участвуют. И вы представите, я открываю смета, а там написано, блокнотиков несколько штук, ручек несколько штук, а там надо прописать уже конкретно. Либо, либо пишут геймерский компьютер. А зачем? В колледж. Для кого?
Да, либо пояснительную пишите, либо для чего-то. Ответ мы получили, но геймерские вот эти компьютеры, они работают намного быстрее, чем остальные. Ну что? Есть. Ну, Там память больше, графику можно лучше сделать. ну, федерал деньги на это не выделят. Они сразу скажут, почему. Колледж должен быть геймерский компьютер. Для чего? Для кого? Для кого? Вот видите, а тот, который сейчас... И качество картинки там лучше. И много там плюсов. Но для работы. Смотрите, вот в чем проблема в том, что человек, который защищался, он не смог защитить свою позицию. Мы говорим, зачем вам этот компьютер? Чтобы поиграть или чтобы... Мы знаем, что сказал ваш свет, вот, Да, конечно. Чтобы студенты спускались и как бы играли, или что, для чего? Она мне ответила. Ну, значит, для этого, наверное, и хотели. Но если не ответили, ну, извините, тогда мы тоже оценить не можем. Либо четко, конкретно, да, все должно быть прописано. Вы же сами этот проект прописываете, вы сами знаете, для чего вам эти ресурсы, как вы ими будете пользоваться. Даже конкретика, вы конкретику особенно смотрите. Пишите, какую камеру хотите, пишите конкретно. Прям номер пишите, габариты, все пишите конкретно. Мне нужна такая камера. Сумму до копейки тоже пишите, это оценивается. Когда пишете камера, ноутбук, еще что-то, это не знаете, тут мне вот читать, да, это физкультура, что в спортзале у нас такой физкультур, на всю стену спортзала был нарисован два физрука. Вы заходили, сразу знали, кто здесь кто. Вот это вот тоже относится. Художник, это правда, это не шутка. Это медитатор, вот два, вот сейчас думаю, как бы нарисовать, чтобы не уволили. Ну, я бы тоже хотела, чтобы мы это играли. Да. Знаете, было. А кто бы не хотел? А что, думаете? Расписать нормально. Подумаешь, я не скажу проект накрыл, чтобы меня тоже нарисовали. Я же классно, это всегда плачу. Конечно. Представьте, вы идете там по республике Ойла, или нарисованы. Вот. Слушайте, у вас еще есть реально сыграем после. Да, мы уже не сыграем. Да, мы до города доедем уже сейчас. Мы приехали сейчас. Вас не слышат. Мы час приехали, да, я думаю, мы доедем тоже час. Поэтому, наверное, уже надо, да, двигаться? Вы так и смотрите. Свободы им не надо. А я точно успею в 4 А? Ну, я в 4 успею в город? Ну, наверное, надо двигаться, да. Надо Можно начать. перенести встречу? Она меня будет садить. Ой, Нет, Давай сделаем общее. Давайте. Давайте. Надо.
Так, теперь на видео.